Привет, Барков. Сегодня у нас стрим на чеченском и русском языках, поэтому, друзья, если будете задавать вопросы на чеченском, будем отвечать, а я думаю, будет отвечать на чеченском. Соответственно, также, как обычно, ответы будут и на русском, если будет вопрос на русском языке. Сегодня 14 марта 2026 года, 19 часов 3 минуты по Брюсселю, 21 час 3 минуты по городу Джахару. Или уже 4 минуты. И стрим у нас идет на официальной стороне. В Телеграм нельзя войти сейчас, да? Нет, сегодня я не включил его. Но так, говорят, что Телеграм они сейчас убирают все. Вот все идут объявления, что они хотят его убрать. YouTube убирают, все блокируют. В общем, идет там вот такая вот ситуация. Мобильную связь отключили. Так? Насколько это верно, но, скорее всего, они не хотят, чтобы информация настоящая доходила до населения, и хотят, чтобы все, что они говорят, было, ну, скажем, пищей для обсуждения и для решения принятия, для народа. Вот так вот. Пока что вот такая ситуация. То есть у нас стрим сегодня на телеграм-канале официальной страницы не идет. Идет на YouTube-канале Reality и в TikTok. Да-да. Поэтому призываю всех, присоединяйтесь, давайте общаться, задавайте вопросы. Сегодняшний стрим я назвал «Сирийский сценарий для Ирана. Как пытаются вывести Россию из изоляции». Об этом и, конечно же, об Ичкерии мы давайте сегодня поговорим, поспрашиваем, позадаем вопросы Аяду Идигову, сопредседателю Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия и бывшему стоявшему у истоков нашего государства и бывшему председателю парламента Чеченской Республики Ичкерия, ну и многого Аяда. Регалий и должностей было. Ну вот, Аяд, передаю вам слово. Спасибо, салам алейкум, Хоми Махкой. Алейкум. Тахан дол хала селандарсан баш хисел хумандат хагучаур. То есть особых изменений нет, есть только угрозы, есть, видимо, подготовка к тому, чтобы решить то, что у нас вот сейчас запланировано. Пытается так или иначе решить вопрос таким образом, чтобы Америка, которая с Израилем сегодня пытается вывести из скажем, помощи, которую оказывает Иран, хочет вывести, Америка как бы получается, хочет вывести, изолирует этого помощника Кремля, который нападает на Украину. В то же время это означает, что Америка пытается убрать, изолировать его, как и Венесуэлу, как и, теперь говорят, и Кубу, как они сделали и с другими, вот, допустим, странами, которые, он говорит, там 7-8 войн остановил, как будто бы это в пользу этого. И сейчас вот сам этот Путин, как мы видим, он своих друзей, как они говорят, мы их друзей не бросаем, на самом деле они бросают. Все, кто дружил с Путиным, они сегодня брошены. Ну и это хорошо для нас, брошены, так и должно быть, потому что Путин и Иран, они были единомышленниками и остаются единомышленниками в том противостоянии, которое идет сегодня против Украины. А значит, это идет и против Чеченской Республики, которая оккупирована, против Грузии, это идет и против других республик и стран, которые мы знаем, на которые нападает Россия. Так что это близкий союзник, Иран это близкий союзник России, Путина, этого, значит, человека-ненавистнического диктатора, который убил наших людей, как мы знаем, около 250 тысяч человек и 40 тысяч детей. Это очень большая цифра по сравнению с тем, если говорить в процентном отношении к любой стране, такое количество, четвертая часть населения убита, потому что это было организованное с подачи, скажем,
России, как будто бы мы являемся бандитами, террористами и исламскими фундаменталистами. На самом деле, когда этого не было, и столько вот было позволено России это творить против нашего чеченского народа. У нас иногда возникает вопрос, вот мнение, наверное, потому что наши люди и мы, чеченцы, исповедуем ислам, что ли? Или это что-то, какие-то другие причины? Но сегодня мы видим, что это совсем не так, религия здесь ни при чем, это просто использование религии для того, чтобы еще более ужесточить ситуацию. Ну, они Да-да. напали на христианскую Грузию, на христианскую Молдову, на братьев по, как говорится, по единоверию и единству украинцев, которых они так называли, и сколько лет они ведут эту войну против, скажем, того, чтобы империя, ну, за то, чтобы империя стала главенствующей на всем постсоветском пространстве, Европе и в Азии. Эти цели у них были, и мы знаем, что эти цели были и у Российской империи, эти цели были и у Советского Союза, и все это, как бы, значит, как бы то ни было, какая существует, это хоть часть империи существует, она те же цели преследует, и те, кто приходит к власти, которые говорят, вот мы сейчас будем там демократами, и никакими демократами не становятся, они захватывают снова те же территории, которые могут захватить. И вот Чеченская республика, наряду с другими союзными республиками, которые вышли из тогда из развалившего Советского Союза, создал свое государство. И это государство оказалось снова, значит, объектом нападения, обвинения во всех грехах, которые он и совершал, наш народ. Мы воссоздавали свою государственность, которую потеряли в 18 году, когда большевики пришли к власти в России, как мы знаем. Сегодня вот эта вот ситуация, они как бы считают, что вот Чеченская республика, они все решили. На самом деле мы говорим здесь и отстаиваем, и наш народ создал свое государство в рамках современного международного права, и наш народ с этим не согласен. И мы не можем быть согласны с тем, что нас постоянно вот так вот, значит, или затирают, пытаются затереть, как будто этого вопроса нет. Мы этот вопрос должны все поднимать, наши люди должны этот вопрос поднимать. Когда идет разговор о какой-то, значит, каком-то противоречии, о том, что надо с Россией то-то, то-то, что нужно остановить или изменить вот что-то, чтобы освободить наши территории, то Чеченская республика из этого списка как бы умалчивается. Этот вопрос очень-очень нас беспокоит, потому что на самом-то деле мы должны понимать, что если есть какие-то правила в мире, это международное право, если есть какие-то, значит, какая-то справедливость, эта справедливость должна быть не для какого-то одного субъекта или не какого-то одного человека или одной страны и государства. Эта справедливость должна быть для всех, в отношении всех, с любой стороны, и с этой, и с другой стороны. Вот в этом плане мы рассуждаем, и сегодня мы видим, что то, что происходит против Ирана, это одна из атак, которые все же Трамп ведет против России. В то же время здесь поднимается вопрос о том, что вот говорят, вот там Иран, это такая страна, она пытается создать атомную бомбу, мы за это, поэтому ее бомбим, поэтому мы хотим сменить там власть, мы хотим там забрать управление властью, посадить свою марионетку, чтобы мы могли управлять со всеми нефтяными ресурсами этого Ирана. Удастся ли им это сделать? Мы видим, вот уже сколько, 2 недели почти прошло, и все, Иран защищается, хотя погибает их все аятоллы, руководство, второе руководство снова пришло в управлении Ираном. И Трамп уже заявляет, что и второго руководителя чуть ли он не убил. Он тоже будет убит, они будут все уничтожены, что они подлецы и мерзавцы и все такое.
Но посмотрим, что из этого будет. С нашей точки зрения, конечно, надо было бы, чтобы э, это решение, которое вот приняли, и которое оно, если ущемляет интересы России, в этом плане нам кажется, что это было бы хорошо. Но если этот вопрос решается так вокруг России, и в то же время Трамп снимает санкции, там, которые у него были, он, значит, отменяет эти санкции, то это тоже странно. То есть здесь идет какая-то игра, которой мы можем говорить, что непонятно, чего добивается Трамп, чего они хотят, почему Европа, которая сегодня как-то настроена за то, чтобы была совместная работа, скажем, против России вместе с Америкой. Америка тоже как-то игнорирует Европу, пытается создать такие условия, что вот вы, мол, такие вы не совсем хорошие, вы, мол, не можете то делать, это делать. И какое-то противоречие между Европой и Америкой создается. И в то же время ни при каких условиях Трамп не может открыто выступить и сказать, что это диктатор, что это, мол, мерзавец, что его арестовать надо, что он вынесено решение Международного трибунала, что Путин должен сидеть за решеткой, его нельзя допускать. А он допускает его, приглашает к себе, разговаривать с ним, звонить ему. Что происходит? Теперь говорят, вот вчера, позавчера, сегодня идет речь о том, что этот залив, который как будто бы, значит, где происходят вот эти все события и где все нефтяные эти государства арабские находятся, что их этот залив, этот пролив Иран захватил и никого не упускает, никакие, если идут какие-то танкеры с нефтью, он их взрывает. И теперь Трамп сказал, что я своими кораблями это дело, может, прекращу и захвачу это все, и я буду там командовать. Вот вокруг и этого сегодня идет вот эта борьба, и в то же время Иран – это исламский режим там, который считает, что лучше умереть, чем вот так поддаться, вот такое религиозное такое отношение. Но в то же время, если они религиозные, если они исламские религиозные, то они должны быть, все эти исламские государства должны быть дружественными. А мы не видим этой дружбы, потому что часть арабских государств, они находятся в дружбе с Америкой, которая противодействует Ирану. Часть, сам Иран, значит, дружит с Россией, которая тоже не является, скажем, мусульманским государством. И в то же время мы видим, что Иран, когда и сейчас, и всегда, когда на нас нападал, на Чеченскую республику Ичкерия, мы воевали столько и продолжаем сопротивляться, они нам тоже не помогают и против нас вместе с Россией. И этот Хазбалла и другие вот эти организации, которые тоже вместе с Ираном приезжали в Москву и говорили, что вот мы считаем, что Чеченская республика – это часть России, якобы вот мы вас поддерживаем. Москву они поддерживали в той войне, которая вот так убивала наш народ. Вот такая ситуация. И сегодня есть вот эти угрозы, которые вот хотят как-то разрулить. И Путин даже предлагает Трампу, Трамп ему позвонил, предлагает, что вот давайте эти там 450 килограмм этого урана, из которого можно сделать 11 атомных бомб, мол, я у них это заберу и все такое. Но здесь почему-то Трамп отказал, говорят. Нет, ты не лезь, мол, сюда, тебе не нужно сюда лезть. И с этим ураном мы сами разберемся. Ты, мол, там вот в Украине разберись, останови там войну. В общем, вот такая ситуация складывается, Аслан. Давай, значит, несколько минут посвятим каждому, кто будет вам вопросы задавать, и на эти вопросы будут ответы, вопросы продолжим. Да, хорошо, спасибо, Аят. Иркин спрашивает, почему Трамп снял санкции, ну, временно нужно здесь обязательно отметить, что, по крайней мере, сейчас Аят заявляется так, что временно, пока загружены на какие-то танкеры 100 миллионов баррелей нефти, то есть около 10 миллиардов долларов, такая
поддержка. Да. Вот на это срок. Почему, как вы считаете, он это сделал? Но я думаю, что здесь почему мы это много раз гадаем, и, по-моему, никто не может угадать, почему. Это гадалку все в мире, все проводят какие-то причины. То связано с этой проблемой Эпштейна, то связано с тем, что Трамп является чуть ли не агентом Кремля, то еще какие-то проблемы выстаивают, говорят о том, что ему все равно до Америки, до американского народа, ему не нужна ни Украина, ничего, никого не хочет никому помогать. Вот такие идут разговоры. Но что эти разговоры дают, на самом деле мы должны смотреть за теми делами, которые сегодня происходят. Почему он это делает? В итоге, если так анализировать, мы видим, что все, что он вот так вот предполагает и делает, он вот как Венесуэла захватил Венесуэлу, всю вот эту нефтяную его добычу, нефть, и все это взял под свой контроль. И это, может быть, он хочет взять, вот говорят тоже, в Иране точно так же. В то же время он контролирует вот эти нефтяные добычи нефти, вот эти арабские страны, Кувейт, Катар и другие там, он тоже на них влияет, и он может, значит, устанавливать мировые цены на нефть, и таким образом он может выдвинуться так, чтобы Китай где-то здесь ущемить тоже, который активно идет как бы в гору в экономическом, военном плане. Китай вот как бы продвигается. И это вот, видимо, вот эти вот причины глобальные, которые ставят они перед собой, американские власти, и, скажем, в целом вот власть, которая сейчас пришла, может быть, это и является причиной, а на самом деле, что это было, мы узнаем, сейчас мы не узнаем, но мы видим, что то, что происходит, кому оно выгодно, а выгодно это в первую очередь только самой Америке, так они вот рассуждают, так? И выгодно это лишь самой Америке или американскому народу, тоже не ясно, потому что американцы, 60% населения американцев, как говорят, против тех действий, что Трамп сегодня вот раскручивает войну против Ирана. Почему американцы против? Главным образом, потому что они не хотят посылать своих солдат то в эти страны, чтобы они там воевали, и чтобы повторился снова Вьетнам или другие, или как Афганистан, и чтобы там гибли американцы. Вот чего не хотят сами американцы. А Трамп, он говорит, если не так, то нам будет еще хуже. Вот они позахватывали, предыдущие президенты были слабыми, они там отдавали те позиции по всему миру, и мы ослабли, мы отдали все промышленные производства, все отдали в другие страны, теперь они все это делают, а мы не делаем, вернуть надо все это производство. Он пытался это делать с самого начала. Но это тоже ему не удалось сделать в какой-то степени. И теперь он вот как-то вот такую вот ведет, скажем, в кавычках, игру, которую мы сейчас с тобой говорили ранее. Думаю, что вот такая вот ситуация. Конкретно ответить на твой вопрос, почему и как, это надо спросить у Трампа, а он это не рассказывает. Да, Вот вопрос такая. на миллион, да, Да. называется. Путин вроде бы говорил, дальше вопрос от Эркина, Путин вроде говорил, если по России будут стрелять ракетами страны Европы, будет отвечать по этим странам. Но по Брянску ударили, вот сейчас Storm Shadow, по-моему, английскими ударили, Британия, ну, как бы они прямо и говорят, что за этим стоит Британия. Но Путин боится отвечать. Почему? Не Ну, отвечает? снова Или еще ответит? Или снова теракт? потому что боится, да, боится. Или Если он теракт по ударит, то своей значит, традиции. да. Если он ударит, то все эти европейские страны начнут его, значит, не только ракетами, со всех сторон начнется война, которую сам хочет избежать Путин, сам. Он там хорохорится, вот я там захвачу Балтийские республики, вот это я захвачу, всю Украину захвачу, отдайте мне те территории, которые я считаю моими, я взамен отдам вам то, что я захватил, как будто вот такой цинические такие заявления, циничные делает, так?
И на самом деле-то он боится, он ничего не смог сделать. Фактически за эти 4 года, 5-й год войны, он фактически ничего не смог сделать. И сегодня, видимо, он только играет вот так вот на публику и играет только тем, что у него есть атомные бомбы. Вот это только сдерживает сегодня остальной мир и Европу, и других, чтобы Россия вот так не разошлась. А во всех остальных случаях Россия не может и не имеет таких мощностей, и не имеет такую армию, как говорили, и не имеет возможности что-то сделать. Эта армия, когда вторглась на территорию Чеченской Республики, 5 раз она вторгалась, и 4, особенно последнее, вот это полномасштабное вхождение российской армии, полумиллионной армии, она была разбита чеченским народом и выдворена. Так что мы понимаем, как это, что это за армия и что это за вояки на самом деле. Это просто грабители, это разного рода бандиты, это террористы и всякого рода, значит, отшели, которые вытащили из этих тюрем, из каких-то там статей, ну скажем, частей армии, и начали направлять их там, платить им, и сейчас мы видим все больше и больше. У них такой вот армии, такой состоявшейся нет, они платят, как будто они вот наемники, платят и своим, и чужим, и эта армия ничего не может сделать против Украины. Украинская армия бьется за свою свободу, бьется за свою территорию, за свой народ. То есть у них есть что защищать. А это захватчики, это бандиты. Поэтому вот такая ситуация, Аслан. Мгм. Аят, какие-то странные вещи на России начали происходить. Ну, странные они, как бы не такие уж и странные, но необычные для них. Например, у них начали отключать интернет, мобильный интернет. Это Да. как бы заявляется о том, потому что, ну, в центре Москвы, по крайней мере. Вот я вчера смотрел видео, там у прохожих всех спрашивают, у них мобильный телефон не работает. Мобильный интернет не работает. Звонки есть, а вот мобильной интернет-связи нет. Как вы считаете, Аят, это такая, ну вот, исходя из того, что я вижу по поводу того, что сейчас пытаются Путина вывести из изоляции, сейчас он начнет грозиться ядерным оружием, как когда-то, ну, Иран начнется грозиться ядерным оружием, как когда-то это делал Башар Асад, Мгм. грозясь зарином, химическим отравляющим газом. И вроде бы по Путину, по Кремлю бить не должны. Как вы считаете, почему они это делают? Для того, чтобы, потому что боятся, что по ним ударят дроны там и так далее, поэтому отключают мобильную связь? Или это связано с тем, что он делает вид, что он боится, что у него все плохо и так далее, чтобы потом, например, доказать свою, показать всему своему люду, что он враг Запада, что его и тоже хотят убить и так далее. Ну, как сказать здесь? Это понятно, он хочет общественное мнение своего населения, чтобы оно его поддерживало. Он хочет, чтобы люди, которые он оболванил, это много, скажем, не многодневно, а много десятками лет, 20 с лишним лет, Мгм. это информационная пропаганда. Он говорил о том, что развалили СССР, это Америка, это все наши враги. Я не считал, что не надо было это разваливать. И теперь он говорит, что вот они теперь там собираются на Западе, пытаются стравить наш народ внутри. И поэтому эта информация не совсем, которую они выдают, не совсем положительно влияет на отдельные части нашего народа, то есть российского. Поэтому эту информацию надо как-то закрывать, и мы не будем, значит, тех, кто сегодня там предатели, которые ушли там как власовцы, перешли на сторону врага, уже он власовцем называет тех, кто находится на Западе, и в то же время они, нельзя давать им эту информацию, и народ вот так вот дурманит, якобы народ в России проживающий.
А насколько это верно, если он уже называет их дурманит, еще такое. Да, действительно, здесь на Западе есть некоторые люди, которых он там обменивал на людей, чеченцев, кстати, которые вот здесь убивали российские агентуры, а потом он засылал сюда свою агентуру вместо них, получается так. Здесь вот разные Карамурзы и другие, которые устраивают вот эти разные разборки здесь, говорят, что они вот такие-сякие, мы не хотим, чтобы Россия, мы за Россию и все такое. То есть на самом деле это есть агентура России, в то же время, будучи агентурой этой России, это так называемая либеральная группировка, которая здесь находится на Западе, они надеются, что все же Путина уберут, и власть придет к ним в руки, она падет к ним. Ну, я сомневаюсь, что это будет так. В то же время они устраивают здесь на Западе разного рода, собирают лидеров национально-освободительных движений, которые в составе вот России есть, республик, их. Вот их лидеры, ну, башкирские, бурятские, татарские и другие там собирают, и с ними тоже ведут войну, войну в каком? Информационную такую войну для того, чтобы сказать, вот мы там придем и республику снова свою страну восстановим. Что будет, если к этой власти придут эти люди, эти либеральные деятели, которые здесь на Западе находятся? На самом деле они себя просто изобличили своим поведением, своими разговорами, и никакие там изменения, если изменится, скажем, власть в России самой, изменения и по развалу России, о котором мечтают эти, скажем, деятели, которые здесь на Западе, вряд ли это произойдет, потому что мы знаем, что с самого начала этот вопрос не стоял. Это не стоял ни в Америке, ни в Европе. Они не ставят этот вопрос. Поэтому вопрос, реальный вопрос только в том, с моей точки зрения, что если бы этот вопрос стоял, и развал России, он воспринят Западом, как это Россия воспринят Западом как состоявшийся акт, так? Хотя это противоречит, скажем, основе современного международного права. Западные страны, их лидеры в 91 году собрались, тоже здесь Европа, их лидеры Министерства иностранных дел, как пишут, и там договорились, что вот таким образом они будут разваливать Россию. То есть они решили развалить Россию, то есть те, которые есть бывшие первые союзные республики, которые были 15, 3 республики Совет Союз сам признал, вот балтийские, а 12 республик, которые оставались в России, к примеру, ну и остальные, которые оставались в других республиках, автономные, которые были, но были преобразованы в союзные, эти республики якобы, значит, договорились, что они не будут независимыми государствами. И действительно, им было запрещено, заказано создать свое государство. Только Чеченская республика это сумела сделать и создала все атрибуты своего государства по всем нормам международного права. И Чеченская республика поэтому, как бы, значит, была вот так атакована, 5 агрессий против нас было. И после этих 5 агрессий, которые совершили против нас, и когда мы на Западе вот говорим вот так и вот так, они здесь на Западе, многие вот с людьми политическими мне приходилось сталкиваться, они не одобряли это, хотя это противоречило их действию, противоречило международному праву, которое было принято в 1948 году после Второй мировой войны. Так что здесь надо разобраться с этим, насколько это верно. Мы, чеченский народ, который создал свое государство в рамках международного права, не можем сегодня, после того, как она оккупирована, когда мы говорим о том, что нужно ее деоккупировать, я как говорил здесь и в прошлый раз, выступают и европейские, и другие разные политики, и пытаются как-то умолчать этот вопрос. Но это не пройдет. Мы здесь, и наш народ с этим не согласен, потому что если есть международное право, оно должно быть для всех, и для чеченского народа,
скажем, и для Азербайджана, и для Грузии, и для Украины, и для чеченского народа тоже. Тем более, что чеченский народ создал свое государство, воссоздал свое государство, которое у нас было еще после развала царской империи, Горская республика. И мы воссоздавали свое государство в рамках современного международного права. И вот этот, ну, скажем, момент, он является принципиальным. С этой точки зрения, да. А с точки зрения того, что вот эти республики, которые России, к примеру, и те республики, которые были в составе других союзов республик ранее, эти республики, ни одна из них практически не совершила акт воссоздания, не приняла решение в соответствии с международным правом о том, что они создают свое государство. Все атрибуты не создали, не сделали ее как государство, которое имеет, допустим, если оно государство, чтобы его признать, необходимо, чтобы этого государства были все атрибуты выполнены, сделаны. Герб, гимн, территории, все остальные, чтобы вот правительство делало, государство, президент, парламент, ну все, что должно быть. Если этого нет, их признавать никто не будет. Вот о чем я говорю. Наша республика это сделала, и даже после этого вот так вот мы находимся в таком состоянии. И я это хотел бы сказать. Вот эти разговоры о том, что здесь разные ходят деятели и говорят, вот мы развалим Россию, и мы вам покажем, как нужно это все создавать. Это все басни, которые нереализуемы в тех условиях, которые мы видим сегодня. До нашей республики, вот дойти, чтобы до вот этого состояния, необходимо пройти определенный процесс. Как это сделать? Вот вопрос в чем. И если, конечно, развалится, фактически, если развалится Россия, то тогда этот процесс может пойти. Но мы, которые сейчас видим ситуацию такую вот напряженную и сложную, видим, что, скажем, Трамп и даже сама Европа поддерживают принцип того, чтобы Россия оставалась в тех пределах, которые она есть, то мы видим, что этот вопрос, он как бы не поднимается. Вот о чем надо говорить здесь на Западе, и в первую очередь понять это. И те люди, которые здесь вот собираются и говорят, или российские, или другие, говорят, вот мы там то сделаем, мы соберемся, все это просто нереализуемо, и в них власти ничего нету, и никакого нету, и многие из них как бы становятся теми, кто фактически выполняет роль агентуры Кремля, понимая, что Россия не будет развалена. Вот сейчас вот против Ирана идет война, вот Трамп, они не собираются разваливать Иран тоже. Они говорят, Иран должен оставаться таким же в тех пределах, но вот управление этим Ираном и его природными ископаемыми должны быть в наших руках. Вот как стоит вопрос. То есть у нас получается, что наши задачи, которые мы ставим, скажем, народы, которые стоят в составе России, и даже которые вот лидеры, которые здесь на Западе, и те, которые, значит, говорят о том, что вот как мы, Чеченская Республика, нужно деоккупировать все территории, которые захватила Россия, государственные территории, допустим, наши. Так они даже, вот когда говорят, освободить надо то-то, то-то, они слово. Поэтому должны видеть эту проблему, как она формулируется политиками Запада, поднимают ли они этот вопрос или нет. Более того, они здесь на Западе видят, что есть легитимная власть чеченского народа, избрана нашим народом, есть люди, которые имеют эти полномочия, они заигрывают с марионетками, которые себя называют, значит, правительством, еще. И даже эти лидеры, которые здесь есть на Западе, этих международных, скажем, международных площадок, которые действуют здесь, некоторые из них заигрывают с этим же марионетки тоже. Я имею в виду вот те лидеры, которые здесь на Западе есть, которые
говорят, что мы создадим свое государство, развалим, они заигрывают с этими чеченскими марионетками, которые не имеют никакого отношения к нашей государственности, и они являются самозванцами агентурой Кремля фактически по всем им действиям. То есть все документы, которые они принимают, все заявления, которые они делают, являются таковыми, а эти лидеры с ними, некоторые из них с ними, значит, общаются, принимают у них и считают их законными, и поздравляют, и ведут с ними эти разговоры. К чему это приведет? Вот в чем вопрос. Вот об этом надо нам думать, и я думаю, что эта ситуация вот так складывается. Аслан? Мгм. Баркалая Дересвыр. Вот Асланбек пишет, в Сибири власть отбирает скотину у жителей. И знаете, там не предоставляется, отбирается и убивается эта скотина, потом ее сжигают. И, ну, как говорят, по крайней мере. И при всем при этом людям не дают никакое заключение, что там скотина больна, там, нездорова и так далее, как положено, это должно быть по закону. Просто вот забирают. Как вы считаете, для чего это делается? И так кризис, и так проблема, и все. И тут берут еще, отбирают, и просто фермеров уничтожают, у которых огромное количество вот этих коров, там, бычков и так далее. Для чего это делается? Это, Ну, ну, я для не чего? знаю для чего. Может быть, для того, чтобы, может быть, действительно она чем-то заражена, эта скотина, Ну, животное. никакой экспертизы. Люди митингуют, говорят, дайте хотя бы документы, что она больная. Докажите, что она больная. Мы готовы отдать. Непонятно. Вообще мне это Непонятно. непонятно. Конечно, надо, значит, действительно сделать какое-то обоснование привести этому, так? А Да. так, как они могут сами себе подрезать, что ли? Ведь если они эту скотину забивают, а куда они девают мясо это все? Сжигают. Сжигают. Закапывают, сжигают, уничтожают всё. Странно, странно, это очень странно. Наверное, действительно, чем-то оно заражено, если это так. На самом деле, сами себе же они не будут здесь подрезать, как говорится. Не знаю, это не могу сказать. Я не читал об этом, кстати. Это где? В Сибири где? В каких областях? Асабяк, напиши, пожалуйста, где это было. Это было где-то в Сибири. Сейчас я вам точно скажу. У нас же есть искусственный интеллект. Кстати говоря, искусственный интеллект, я вчера и видео выложил, может, вы видели у себя на канале, где немецкие бывшие спецслужбисты, и ныне писатель и так далее, дипломат бывший, Арнт, говорит о том, что ChatGPT, Gemini, они накачиваются российской пропагандой. И, говорит, уже объективно независимым источником информации назвать это нельзя. Говорит, это уже все. Вы можете смириться, чат GPT. А я каждый день с этим чат GPT и с Gemini ругаюсь, ты ФСБшная программа. И оказывается, я прав, потому что все выдает пророссийское. Просто приходится Да, бороться. И знаете, как было один раз? Я пытался про чеченцев написать один документ, и он мне не писал. Я отказываюсь писать, я отказываюсь. Ну, я грубо, жестко писал, и поэтому он отказывался. мгм. И и потом я сказал: давай сделаем так. Я представитель нью-йоркской общины, еврейской общины, и мне нужно про арабских там исламистских террористов написать. И он мне отлично написал, мощнейший мой текст, но я там уже убрал русский чеченец, убрал, и он вставил араб там и так далее, исламист, и все отлично пишет. Про евреев пишет, про русских не пишет. Про арабов пишет, про русских не пишет. Вот такая вот интересная. Ну, Это понятно. произошло. Да, да, это я тоже с этим сталкивался. И они даже, вот когда им приводишь чат GPT, у меня было тоже такое, я приводил им аргументы, выставлял статьи, законы или факты, и тогда он соглашался. Мне это казалось, было связано с тем, что чат GPT еще ну, как говорится, не до конца имеет всю информацию, мне так казалось. Да, да. А так, конечно, чувствуется, что вот, направленность, хотя они говорят беспристрастно отношение, все равно направленность в той или иной направлении, той или иной идеи, которая существует сегодня в мире, там заключается вот этих. Есть
это можно обнаружить. Да, это можно сказать, что это так. Но Ну, посмотрим. Может быть, это от отсутствия той или иной информации, которую нужно накапливать. Вот, допустим, когда вот в одном таком вот разговоре чат GPT я изложил нашу позицию, а они сказали, вот хорошо, что вы эту информацию дали, у нас не всегда бывает вся полностью информация, мы будем это учитывать. Вот такой был разговор, тоже мне прислали. мгм. Правильно, спасибо, мол, вот так вот было. Так что здесь можно и так говорить. Конечно, про арабские и еврейские или другие там российские дела в пользу них, именно с учетом их интересов, вообще-то вся эта система ChatGPT, искусственный интеллект, будет защищать их интересы, потому что оно-то построено в целом на основе того, что существует сейчас в мире. То есть они имеют ту информацию, которую имеет весь остальной мир. А 80-90% этой информации больше в пользу вот того, что сейчас вот существуют такие большие государства, какие-то страны, а уже заклеванные, забитые, как несправедливые другие эти страны. И эта информация все больше, а у них в отношении этих вот стран, которые большие, и старые, в пользу их информацию они выдают. Я вижу, что выдают, но я не все смотрю, конечно, не всегда удается, но это есть, да. Я так думаю. Ну да, но он имел в виду не в смысле, когда вы пытаетесь докопаться, вы там правильные вопросы задаете, добиваетесь там Да. правильных ответов. Он имел в виду, что в целом, когда вы заходите, спрашиваете какую-то информацию, и вот он всегда про русскую выдает информацию. Я вот обратил внимание. Даже вот вроде бы уже столько я с ним общаюсь, он вроде бы Мгм. накапливает мое имя, знает, там, знает все там мои моменты, которые я ему говорил. А вот эти вещи он не запоминает почему-то по какой-то странной причине. Но, значит, там сидит не просто искусственный интеллект, там сидит ФСБшный физическое интеллект там лицо. сидит. Да, И там, он значит, сидит, да, бил набат, говорил, что вот Германия это нам угроза, всей да, Европе он угроза говорил. Да, да, это так. очень По даже поводу угодно. забитых вот этих животных, которых забивают, это Марс-26, Новосибирская область это и где-то на границе еще и Поволжье, Сибирь, и вот там происходит уже с конца 25 года уничтожается вот эта скотина. Люди говорят, что у них абсолютно все здоровые коровы, абсолютно все здорово, но приезжает, убивает, и не только вот в одном месте, вот много-много ферм, где их уничтожают. Наверное, они хотят устроить, я шучу, конечно, голодомор, что ли, устроить в этих, Ну вот как раз получается. ТикТок К пишет, этому это, как в в Украине, ТикТок как раз человек пишет то же самое. Вот он нам говорит, что, думаю, идет подрыв изнутри Русни, управляемый голод. может быть. Это Ну, так ужас просто. можно рассуждать, но как-то не верится, что это может быть так. Может Да быть, трудно может быть. поверить. Да. Ну, Ясно. Так, сейчас я перемотаю. Созданы ботафермы, которые влияют на ИИ. Да, Асланбек, совершенно верно. Так. Так. Нет, вопросов не вижу. мгм. Обошел все. Здесь тоже их нет. Хочет заметать. Нет, смотрите, вот наш сегодняшний стрим я назвал именно поэтому, потому что очень вот в прошлом году как раз проводил расследование по поводу бостонского теракта, в чем обвинили
братьев Царнаевых, убили одного, второго посадили. И как будто это такие террористы-одиночки. И мы, чеченцы, знаем, что это не так было, что Россия нас использует, убивает, представляет нас террористами, и весь мир на это закрывает глаза и делает вид, что этого не касается. Как мы видим, касается, и не только, оказывается, европейцев, но и американцев это касается. И вот сейчас, 7 марта, был террористический акт, попытка террористического акта. К счастью, никто не погиб. Два каких-то молодых оболваненных, просто мажорика, попытались там бросить бомбу, бросили одну бомбу, но она не взорвалась, ну и так далее. И сразу начали говорить про бостонский теракт. А я как раз об этом писал в прошлом году, и мне это очень знакомо и так далее. Вот, затем, если сравнивать с бостонским терактом, который произошел 15 апреля 2013 года, как раз тогда появился ИГИЛ, странным образом, БААС, это иракско-российские вот эти террористы. И в итоге получилось то, что Башар Асад, уже была такая подготовлена коалиция против Башара Асада, и произошли вот этот террористический акт, и потом вот этот ИГИЛ активизировался, и Башар Асад применил зарин, химический газ, ядовитый газ против своего населения, убил очень много людей, мы все эти кадры видели, дети там отравленные, там их пытались водой там как-то спасать и так далее. И тогда президент Соединенных Штатов Барак Обама пошел на сделку с Путиным, и так, фактически Путин снова легализовали его, вывели и так далее. То есть уничтожили американских граждан, затем миссию, которую США хотели сделать, ее аннулировали, нивелировали, и фактически снова сели за стол переговоров с Путиным, который как раз к тому времени уже захватил Украину, Крым и начал уже там вести эту свою войну. Фактически и Путин вместе начал якобы принимать участие в войне против террористов, которых они в Чечне сами убивали чеченскую молодежь и отправляли, как мы знаем, отправляли своих ГРУшников с чеченскими документами в Сирию. И вот сейчас, я делаю, вы это знаете, но для наших зрителей я делаю вступительное вот это объяснение. И вот сейчас происходит то же самое. 7 марта произошел террористический акт в Нью-Йорке, попытка убийства людей. И сейчас сняли санкции, как мы уже обсуждали, на 100 миллионов баррелей нефти российской. Пока временно, может, пробные делают, пока временно утверждают. И вот сейчас начали говорить, очень интересная такая вещь, получается, Уитков разговаривает с этими иранскими дипломатами, ведет переговоры и говорит, что одни говорят, кто был свидетелем или слышал про эти переговоры, говорят о том, что Иран был готов на все, главное, чтобы не началась война. А Уитков заявляет о том, что каждый раз при встрече, там два раза ему говорили, что иранцы говорили, что у нас 450 килограммов обогащенного урана на 60%, что там буквально месяц, и можно уже сделать фактически атомную бомбу. Ну, немножко странно, на мой взгляд, когда люди пытаются договориться о мире, чтобы не начинали с ними войну, понтоваться, хвастаться своим ураном, который есть, который так мешает американцам и так мешает израильтянам. И сейчас Путин объявился, позвонил Трампу, об этом нам сейчас сообщили, Трамп и предложил свои услуги, что он может забрать эти 450 килограммов урана у Ирана и перевести его туда, в Россию. Сын, как говорится, хрен редьки не слаще, конечно, отдавать Путину то же самое, почему-то это так не кажется некоторым. Передавать Путину это не так уж и плохо, они считают. И снятие санкций, короче говоря, пытаются вывести из изоляции Путина, выводят, мы видим это все, на наших глазах это происходит. И по всей видимости раскручивается ситуация, как мы об этом раньше говорили, что будет иудо-христианская одна такая коалиция против шиито-суннитской коалиции,
Как они собираются объединить абсолютно в разных исторических парадигмах существующих, вообще как вода и масло, не соприкасающие религиозные идеологии, я не понимаю. Но их это не смущает, они к этому идут, они в этом направлении работают и, по всей видимости, собираются начать такую а, Армагеддон, религиозную войну. Вот к этому все ведут. Угрожая сейчас Иран, если начнет угрожать ядерной бомбой или взорвет где-нибудь в Европе какую-нибудь грязную бомбу, какой-нибудь террорист сумасшедший. И вот в связи с этим, я вижу, что Эрдоган начал говорить, что шииты, сунниты, братья, мы должны быть вместе. Кадыров вылез, тоже начал говорить, что шииты, сунниты, братья и так далее. Хотя никогда они этого раньше не говорили. Да. И мы, мусульмане, знаем, что такого среди нас никогда не было. Хотя мы уважаем все религии, но в религиозном вопросе это просто базовые, фундаментальные расхождения происходят. Но их сейчас объединяют. Для чего это делается, Аят? И что грозит для чеченского народа вот эта ситуация, если мы окажемся на одной из сторон, с этой стороны или с этой стороны, что нам грозит? Ну, во-первых, то, что ты говоришь, это факты, которые действительно существуют, так. Но с другой стороны, это говорит не о чем это говорит, что никакое значение для управления, скажем, этих государств и России, и Ирана, или, скажем, Америки и других, для тех, кто управляет этими государствами, эти ссылки на религию не имеют никакое значение для них. Они имеют только значение в том смысле, что они пользуются этой религией для того, чтобы у них была опора на народ, который верующий. Вот что. Они посылы делают, якобы на этой основе, там мы здесь должны, они поэтому на нас идут, потому что они шииты, мусульмане или другие мусульмане. Это, в общем, вот эта вот ситуация была проверена на том, что вот я тут раньше, который говорил. Когда вот такая вот ситуация повторилась, на нас 5 раз нападала эта Россия, оккупировала нашу территорию, и мы обращались к исламским государствам религиозным, в том числе и Ирану, и они никакой нам помощи не то, что не хотели говорить, а вообще были против нас, Они хотя за на Россию. словах были, да. И другие вот эти арабские, значит, и Хамас, и другие, которые были страны, и тот же Ирак, и тот же Ливия, и тот же, скажем, ну, любые все эти страны, да, которые были, которые там проживали чеченцы, которые мы направляли своих людей, пытались с ними пообщаться. А я тебе говорил, что я даже встречался с президентом Ассоциации исламских государств, с ними прямо разговаривал с просьбой вот оказать содействие нашему государству и народу. Он фактически практически отказал. У нас своих проблем много, так он сказал мне. У нас своих проблем много, так что если вы там создать свое государство, мы тогда посмотрим, возьмем вас в нашу организацию. То есть от того, что ты являешься мусульманином или там являешься христианином, это доказывает, почему сегодня Россия, которая говорит, мы братья и единоверцы, напала на Украину, убивает украинский народ, убивает грузин, а эти, когда убивали нас, мусульман, наше мусульманское население, эти все вот такие, эти, скажем, арабские, которые мусульмане, русским говорили, давайте убивайте другими словами, убивайте. И в то же время, то есть эта религия просто как ширма для того, чтобы сказать, для них, я имею в виду для руководства этих стран и государств, правительств. Да. Все. А сам-то народ, конечно, верующий, это понимает, это буквально, что понимает это с точки зрения религии, и они пытаются на этой основе столкнуть вот эти интересы, как будто бы там вот именно религиозное противостояние.
А на самом там деле там идет экономическое противостояние, идет борьба за экономические, ну, Ресурс. ресурсы и политическое вообще противостояние, как бы они хотят скрыться за религиозной вот этой ширмой. Это они у нас делали, когда они, значит, наши люди исповедовали суннитское направление, они, значит, нам здесь начали говорить, что вот там этот ваххабизм, который якобы является чистым исламом, и начали нам внедрять параллельно другую религию, якобы строить в одном и том же, скажем, населенном пункте, присутствующей одной мечети, параллельно рядом строить другой. И кто их оплачивал? Оплачивала это Москва, понимаешь? В одном, в другом месте. Они начали засылать людей из арабских стран, которые там проповедовали свою там религию, какие-то убедительные вещи говорили, оплачивали все это. Потом они выходили, и люди эти, которые были так, значит, сагитированы, вот это происходило вот это противостояние. И сейчас здесь вот это, то, что ты говоришь, именно с этим связано. Знаешь, религия – это просто Инструмент. то, что эти власть держащие, они хотят скрыться за ней, сказать, это не мы делаем, это делают вот эти вот религиозные противники наши, это они делают. А на самом деле вот произошло, почему тогда на Россия напала на Украину, на Грузию, допустим, чеченцы, да, они мусульман напали, понятно, к примеру, если с религиозной точки зрения. Да. А получается, На что Грузию там почему? чеченцы, мы говорили во всем, потому что мы мусульмане. А почему да, на Грузию напали христиане? Почему на Украину, на Молдову? Потом им придумывают они те же ярлыки, что им нам вот говорили, что исламские фундаменталисты, там террористы, сепаратисты. То же самое они придумают, но под другим как-то с углом с христианским придумывают против украинцев, грузин. То есть вот это все, это надо видеть, я хочу сказать. Вот в этом в основном вся эта причина. И тогда, когда они в Москве, вот эти братьев Цернаев, вернее, в Америке там обвиняли в этом деле, я вот говорил, это было не до конца понятная вот эта Да, было ситуация, мутно. непонятная. Да, не до конца. Много Не было лжи. просто ясно, что там произошло. Вот здесь он был, здесь вот, и вдруг он оказался там, а говорит, он был здесь, а потом там. Короче говоря, вот такое сварганили, и кому это в пользу? Как бы это было в пользу тогда Кремлю тоже. Видишь, вот что было. Только Так, им и выгодно. потому что как бы заслан. Где бы мы не были чеченцы, везде пытаются делать. Здесь в Европе тоже, если что-то там случилось, кого-то чеченский вопрос, тут же они его раздувают и начинают, и это Москва раскручивает. И их агентуры, которые здесь есть, в каждой стране, конечно, агентуры есть российские, как и там, и здесь, это все, это вот это все происходит. Поэтому в этом плане мы, выйдя, скажем, из Советского Союза, оказавшись где-то 70 лет в составе Советского Союза, были совсем как, ну, как сказать, как слепые котята, которые ничего не знали. Вышли, увидели, что это такое, что это за мир, что это за ситуация. И мы должны это внимательно, это все понимать, для того, чтобы в будущем не думать, вот, что все так просто, как мы думаем, вот черное и белое. Нет, оно очень многогранно все. Поэтому надо думать, что нам делать, и не поддаваться разного рода вот этим движениям, которые здесь создает Москва или другие вот там движения. Москва создает разного рода движения, вот как вот у нас, к примеру, да? А в то же время Москва создает эти движения для других республик, которые находятся в составе России. Мы-то оккупированная страна, так? А для тех, которые приехали сюда, и там среди них тоже они какие-то противоречия устанавливают. И они тоже запутаны, мне кажется. Когда я им говорю, Да. некоторые из них об этом, то все, они молчат, ага, говорят, и тем говорят, вы хорошие, и этим вы хорошие, и все вы хорошие, они говорят, понимаете? Так что получается вот так вот. То есть здесь должна быть какая-то принципиальная позиция,
а здесь, ну, мы не видим этого. Вот что я хочу сказать. Поэтому здесь мы вот это вот, то, что они преподносят, как будто бы это война цивилизаций, то, что ты хочешь сказать, да? Да, да. Это не имеет основы для этого, не имеет никакой основы в своей Абсолютно, абсолютно, так. абсолютно. Это все надуманный Да, фейк, который да, высасывается из пальца, чтобы стравить людей. А это вот мы уже час, но у меня вопрос возник, вот мы сейчас обсуждаем. Вот эта картина нарисовалась. Она, в чертах, там Турция, арабский, вот этот Персидский залив, там кто там, Пакистан, Афганистан, Иран, Северный Кавказ, тоже мусульманский Кавказ. И остается Азербайджан, Армения. Азербайджан тоже исламский государство, но остается Армения, куда приходят американцы сейчас, там на 100 лет Зангизур, там Трамп туда-сюда, там коридор туда-сюда и так далее. Это очень исторические, очень древние места на нашей земле. Ну вот будет Армения занимает вот эту территорию, да, и вот это армянское Нагорье и так далее. Только сейчас оно называется, а раньше оно по-другому называлось. И вот в связи с этим, Аят, возникает такая ситуация. Фактически армяне, оказываются, это первое государство христианское в мире на тот момент, которое сформировалось именно как христиане. Сейчас туда приходят американцы, тоже христиане, и вокруг весь злой такой нехороший мусульманский мир вокруг них образовывается. И фактически получается, они как Израиль, получается, среди арабского мира, среди мусульманского мира. Здесь получается такой объединившийся христианский мир, и американцам это ближе, как бы, чем иудаизм, христиан защищать и так далее. Как это может выглядеть, Аят? К чему может это все привести? И а, а, какая угроза для самих армян на десятки лет погружаться в войну? Я думаю, не очень выгодно. Не хотели бы армяне. ну, армяне — это древний народ, они проживают в разных частях света, и в самой Турции, в Иране, везде они есть, и им как бы не привыкать. Будут это американцы или это будут французы или немцы, которые будут их поддерживать. Теперь после всего то, что вот есть в международном правовом поле, они поняли, что их друг, скажем, который сидит в Кремле, их предал. Мгм. Несмотря на то, что обещал. Он предал и их и не защитил. Да, он и не мог защитить. Он говорил, как они сказали про Иран, это не наша война. Так они про, скажем, Армении говорили. Да. Примерно вот это имелось в виду. И тогда они приняли правильное решение, потому что в этой войне, которая, значит, по Карабаху или другие вопросы, которые поднимались с Азербайджаном, здесь оно было как бы обозначено с точки зрения международного права как территория Армении, то есть Азербайджана, но армяне там проживали. Но в итоге Конечно. вышло вот тому, что вот вышло сейчас, в итоге эту территорию под себя взяли при помощи и сами, действительно проявив там очень такую, ну скажем, в военном смысле подготовившись, Азербайджан забрал эти территории, и теперь Армении ничего не остается в данной ситуации, ничего не остается, как с этим согласиться и действовать в том отношении, то, чтобы сохранить свой народ, сохранить свою страну, свою территорию. В этом направлении действует сейчас Армения, как мне кажется. И то, что туда входит, скажем, а, Трамп, так я скажу, так, потому что он будет там, вот этот великий шелковый путь где-то между Арменией и Азербайджаном как-то они замыкаются, и дальше Китай туда дальше не будет ход иметь, скажем, Европу, и дальше не будет ход. Это как бы противодействие тому, чтобы Китай-то он хотел там этот великий шелковый путь через это проложить, и чтобы до самого Лондона все, он там все снабжал, каждый день посылал, и всё. То есть он хотел на это экономически иметь выгоду, но здесь вмешался, скажем, Вашингтон, который этому противодействует, и сегодня он вот гарантирует там стабильность, как бы, значит.
стабильность гарантирует Вашингтон. Поэтому я думаю, что все эти вопросы, они вот так вот увязаны все. И увязаны они на основе того, что экономические и политические вопросы в современном мире, как они вот по большому счету рассматриваются, в этом направлении и действуют эти большие страны. Иногда, не то что иногда, часто выходя за пределы действующего современного международного права. А Мгм. мы считаем, что это должно быть, но не должно быть вот в нарушении всех этих справедливых решений, которые должны быть с точки зрения международного права. Но это получается, как это будет и что это будет, куда это выведет, покажет время, как говорится. Мгм. Сейчас сказать, что это будет так или иначе, невозможно, просто можно предполагать. Мы, вот как чеченский народ, представляющий легитимную власть, мы говорим, что ничто не может быть что должно лишить нас нашего государства, которое мы создали в рамках международного права, отстояли это право в военных действиях, четырежды изгоняли российскую армию со своей территории. И с точки зрения международного права, по всем, скажем, обоснованиям, мы создали свое государство, оно должно быть освобождено, как и территории других государств, как Грузии, Украины, Молдовы и Чеченской Республики Ичкерии. И мы должны восстановить свою легитимную власть и действовать строго в рамках международного права. Это наше право, с точки зрения международного права, оно должно быть реализовано, и в этом нам обязаны помогать и европейские, и американские, и мировые, скажем, страны, которые имеют на это влияние. Это их обязанность, потому что они участвовали в принятии этого международного права после Второй мировой войны. Асан? Я полностью с вами согласен. Если, конечно, на этой земле была бы справедливость, то, конечно, так и должно было быть. Но мы видим совсем другое. Турция финансирует в Чеченской республике, временно оккупированной Ичкерии, мечети, Запад не против, Россия строит дворцы целые мечети, всех там они оболванивают, всех вот этих функционеров, вербовщиков, всех вот этих мул всяких разных, которых сейчас Израиль чуть-чуть а, ущемил и выгнал оттуда. Они сейчас перебрались туда на Кавказ, к нам, Дагестану, Ингушетию и так далее. И готовится вот такое гетто, исламистское гетто. И оно будет против Азербайджана, против Армении направлено, вот эта вся сила. Что мы можем сделать, Аят? Какие у нас есть... И самое главное, мир нас не признает, и всех это устраивает. Но никому, я так полагаю, не нужно, чтобы там чеченцы стали независимой силой и не могли сами решать свою судьбу, а не Но быть что мы можем сделать? Мы должны понимать, во-первых, понимать эту ситуацию, и процессом. мы должны объединиться под этим лозунгом, что мы создали свое государство и что им нужно признавать. А не так, вот как здесь на Западе, сюда внедрили разного рода деятели, которые, как говорится, все наше движение по деоккупации нашей страны, они приводят к тому, что одни хотят построить, вот возьмите любое движение, которое есть на Западе, любое, возьмите даже того, этого самого Закаева или другого, третьего, четвертого, копните и их оттуда, и вы увидишь, что там они говорят не о деоккупации нашей территории, а говорят о создании на этой территории своего нового государства, то ли протектората, то ли Горская конфедерация народов Кавказа, то ли еще что-нибудь, то ли что. Если копнуть их правовые такие фундамент, где они там себе записали все документы, там написано то, что они хотят там другое государство построить, понимаешь? Поэтому мы должны понимать, что наш народ проявил свою волю в 90-м году, принял на Всемирном конгрессе, принял нашу декларацию 25 ноября, так? И на этой основе никаких других там соглашений, никаких там местнических, БАРТ или другое, все не играет никакой роли против решения этого народа в 90-м году.
когда собрались все представители со всего мира нашего народа и приняли декларацию о воссоздании нашего государства, оно было воссоздано. Теперь разговоры о том, что возьмите любого, который здесь есть, вот, я даже не знаю практически ни одного блогера, кроме тебя, еще пару там людей, с которыми я не знаком, двое или трое там, они такие справедливые вещи говорят, не говорили, есть. А остальные, которые наиболее известные, все они такие, которые фактически служат интересам, их деятельность фактически служит интересам Кремля. А нам необходимо всей нашей, скажем, диаспоре, которая за рубежом, всей нашей молодежи не поддаваться на это и объединяться в линии того, что мы стоим за основу восстановления нашей государственности и освобождения нашей территории и восстановления нашей власти на основе нашей Конституции. Единственной сегодня базой для этого является действует Президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, которые держатся на этих платформах. А все остальные, они, посмотрите на них, возьмите, коптите любую вот эту основу, которую вот эти люди пропагандируют. Все у них, оно рушится, никакой основы нету, и поэтому это надо понимать. Вот что, я думаю, необходимо нам делать. Не надо поддаваться разным этим уловкам, которые красивые слова там или какие-то там другие какие-то разговоры, и когда надо спросить, покажите вашу основу, где ваш фундамент, где ваши полномочия от нашего народа. Вот что надо. А надо вот под эту линию нам здесь работать. И мы всегда готовы, мы открыты для деятельности, мы открыты для того, чтобы здесь на Западе и в другом мире, чтобы мы могли вот это все излагать и обоснованно говорить. Мы должны так действовать. Вот наша одна линия, единственная. Все остальное, оно сразу обрушит и нас, и нашу основу. Нельзя этого делать. А надо действовать именно в том направлении, как принято было нашим народом на декларации, и на основе этой принятой Конституции, и на основе этого созданного нашего государства, чеченского, демократического, суверенного, независимого, демократического правового государства. Вот что является основой, которая спасет нас и не даст нам, значит, исчезнуть, как говорится, как народы с этой планеты. Если нет твоего государства, значит, теряешь ты язык, традиции, теряешься, ты растворяешься во всем, что угодно в этом мире, а фундамента нету. У чеченцев нет другой территории в этом мире, как, скажем, у других многих народов. У них есть много других государств, где сохраняются языки, традиции, у них есть. А у чеченцев нету, потому что мы древний народ, очень древний народ, 4, 5, 6 тысяч лет назад еще существовал наш народ, и это исторически вот все обосновывается, все больше и больше показывается. Нам нужно сохранить себя, и наш язык, и традицию, что связано с нами. Вот что я могу сказать тебе по этому поводу, Аслан. Спасибо, спасибо, Аят, Дерес Вуйлон. Снова у нас получился стрим на русском языке, как обычно, как уже несколько раз было. Ну, предлагаю на этом наш стрим закончить сегодняшний, Аят. Если нет вам больше нечего сказать. Да нет, хватит, раз когда много говоришь, люди не хотят слушать. Да. Поэтому Хорошо. давай закончим на этом. Баркал, Дерес Вуйлон, Аят. Баркал. Друзья, всем спасибо, всего самого хорошего. Завтра я постараюсь тоже выйти в эфир и расскажу вам про то, как Путина пытаются вывести из изоляции. Да. Всего самого хорошего, до свидания. Адих далее.